Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Дорогу в селе Арасадзы накрыл мощный оползень, который расчищают уже двое суток. В этом году туроператоры прогнозируют повышение туристического потока в республике на 20%. О вакансиях, на которые могут претендовать граждане республики, говорили на встрече руководства и сотрудников Международного Сухумского аэропорта с жителями. Администрация Сухума приобрела 2 машины скорой помощи, которые намного превосходят другие имеющиеся машины. В Сухуме открылся информационный центр президента Абхазии. На церемонии открытия присутствовали президент Аслан Бжаня и руководитель администрации президента Бисалом Кварчи. Главной целью инфоцентра является создание новой, более эффективной системы оперативного информирования общественности по самому широкому кругу актуальных вопросов. Данная площадка ориентирована на создание механизма сбора, анализа и доставки информации до общественности во взаимодействии с пресс-службами всех министерств и ведомств, а также предполагает проведение онлайн и офлайн совещаний президента, прямой линии президента с народом, пресс-конференций, брифингов и других мероприятий с участием СМИ. Центр оснащен современным оборудованием и рассчитан на 20 человек. Генеральный прокурор направил в парламент проект закона о внесении дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Абхазия. Предполагаемые дополнения позволят прокурору обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Поправки помогут прежде всего защитить конституционные права граждан, реально нуждающихся в юридической опеке государства, то есть особо незащищенных категорий общества. Многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды. Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными преступлениями таможенного поста ПСОУ при досмотре автомобиля под управлением гражданина Абхазии Дейнеки обнаружили 3 аппарата для майнинга. Машина направлялась из России в Абхазию. Аппараты изъяли. Материалы дела направлены в отдел дознаний таможенных расследований ГТК Абхазии. Сотрудники МВД совместно со специалистами госстандарта в селе Лыхны обнаружили и изъяли 99 аппаратов по добыче криптовалют. Житель Краснодарского края, проживающий в поселке Цандрыпш, привлечен к уголовной ответственности по факту незаконного приобретения, ввоза и хранения наркотического средства. Подробности в оперативной съемке МВД. Аппараты по добыче криптовалюты в количестве 99 единиц обнаружены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел в результате реализации оперативной информации совместно со специалистами Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам потребительскому и техническому надзору. Майнинг-ферма, принадлежащая Габле Риме Утаровне, функционировала в селе Лыхны Гудаутского района и была размещена на территории приусадебного участка частного домовладения по месту проживания владельца. Общая мощность незаконно потребляемой электроэнергии составила 277 кВт-час. Оборудование по добыче криптовалют конфисковано и помещено на склад Госстандарта Абхазии. Житель Краснодарского края Демирчан Эдуард Саркисович, 1984 года рождения, фактически проживающий в поселке Цандрыпш Гагарского района, привлечен к уголовной ответственности по факту незаконного приобретения, хранения, перевозки, а также ввозу на территорию Республики Абхазия наркотического средства. Наркотическое вещество метадон, правильно? Где оно вами было приобретено? На КПП. В районе КПП. Какого КПП? Конкретно, где вы его приобрели? В районе КПП. Купили? Да. Гражданин Демирчан был задержан после пересечения зоны таможенного контроля на КПП ПСО и впоследствии подвергнут личному досмотру, в ходе которого выдал хранимый в себе сверток с наркотическим средством.
Оперативные мероприятия провели сотрудники группы уголовного розыска линейного отдела милиции на железнодорожной станции Гагра, линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии. Вы данное вещество приобрели за денежные средства? Да. Каким образом? Переводом путем. Путем перевода денежных средств. Какая сумма была? 5000. 5000 рублей. Впоследствии чего вы данное вещество где при себе хранили? Во рту. Во рту. Впоследствии чего, что произошло с данным свёртком? Проглотил. Вы его проглотили. При каких обстоятельствах? При задержании. При задержании сотрудников кого? Милиции. Сотрудников милиции вы проглотили данный сверток. Да? Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении Эдуарда Демирчан по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 статьей 223, частью 1 статьей 224 прим. 1 Уголовного кодекса Республики, проводит следственное подразделение ЛУВДТ МВД Республики Абхазия. Подозреваемый помещен под домашний арест. Дорогу в селе Арасадзых накрыл мощный оползень, который расчищают уже 2 суток. Местные жители при поддержке администрации Ачимчирского района ведут работы по устранению стихии. На месте побывала наша съемочная группа. Репортаж Шазины Ханагова. Обвал грунта немалой высоты и несмолкаемый звук техники. Такая картина наблюдается в селе Арасадзых уже 3-е сутки. Здесь в результате обильных дождей вечером 14 мая часть дороги засыпала землей и камнями. Оползень в селе Арасадзых перекрыл около 100 метров дороги. 18 домовладений оказались отрезанными от центра. Заблокированную трассу удалось расчистить частично, пока только для пешеходов. Сейчас ведутся масштабные работы для того, чтобы восстановить движение автомобилей. Главная дорога села соединяет Верхний и Нижний Арасадзых. На данный момент проезд к домовладению Утара-Какубава недоступен. Коренной житель отметил, что оползни для села характерны, однако таких масштабов ранее не было. Утар-Какубава, как и другие жители, надеется, что расчистить территорию удастся в самые короткие сроки. Ну, сейчас вот подъезжаем до этого места, значит, и пешком переходим. Не опасно пешком проходить по данному участку? Ну, как больше, что делать придется, кому что надо, кому в город надо, что надо, придется проходить пешком можно пока. Ну, ничего, здесь 2-3 дня потерпим. Я думаю, что все наладится, все будет нормально. Сегодня мы пешком провели детей отсюда, и вчера тоже так же. Мы поколениями здесь живем, мне 52 года, и я выше всех живу. Чуть далеко отсюда, километров 4, наверное. Вот. Ну, только вот здесь, остальное больше нигде ничего не помешало в нашем селе. Оползень также снес опоры линии электропередачи, в связи с чем в селе сутки не было света. Причиной исхода природной стихии стали обильные ливневые стоки, которые подмыли крутой склон. Позавчера вечером, часиков 8 было. И там света не было у нас, и ребята поехали делать, там помогать линию. И позвонили, сказали, здесь проезда нет. Они хорошо, что не заехали, то точно их накрыло бы. Это где-то к 8 часам было. И, видите, там объем работы большой очень, 1,50 м, наверное, сель сошла. Это между 2 скалами вероятность того, что здесь земля, асфальт не сойдет, потому что земля здесь твердая внизу. А сверху то, что сошла, это надо почистить просто. Ну, работа очень объемная. На место чрезвычайной ситуации направлена необходимая техника от администрации Ачимчирского района. Проводится поэтапное очищение дороги от обвала и деревьев. Нам помогает администрация района, и потом они попросили, вот с асфальтового завода трактор вчера работал. Сегодня Тайфуна попросили тоже, чтобы поработал, и вместе ребята помогают, кто у нас
вместе со своими силами поддерживаем эту работу. Ну, вручную мы работу вчера провели, у нас свет провели вчера, ниже там 18 хозяйств внизу проживает. У нас много дождя было, и за это такая проблема стала. У нас по дороге, когда вы видите, там местами есть проблемы, мы поставили ответственность. Я думаю, что эти тоже исправим. Оползень – опасное природное явление. Смещение массы горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. Поэтому следует действовать аккуратно и просчитать, как будет лучше. Ведь это природа, и она непредсказуема, говорят специалисты. Шазина Ханагуа, Инал Гвинджи, Абхазское телевидение. В этом году туроператоры прогнозируют повышение туристического потока в республике на 20%. Эко, агро и событийный туризм с каждым годом становятся популярными. Кроме того, важным фактором увеличения турпотока может стать аэропорт. Обо всем этом российским журналистам рассказали заместитель министра туризма Астамур Барциц и начальник отдела анализа, прогнозирования и развития туриндустрии Инна Арабения. Какие еще вопросы были затронуты на пресс-конференции, расскажет Гугуца Вардания. По данным Министерства туризма, на 1 января 2024 года в республике 1024 объекта размещения и 46 275 койко-мест. С каждым годом их количество растет. За 2023 год, за неполный 2024, было открыто 17 крупных объектов размещения общей вместимостью порядка 3500 койко-мест. Также были открыты мелкие отели, это мини-отели, гостевые дома, порядка 180 мини-объектов, которые также будут предоставлять свои услуги в сезон 2024 года. В прошлом году среднее количество туристов, посетивших Абхазию, составило порядка 1 400 000 человек. В 2024-м туроператоры прогнозируют повышение туристического потока на 20%. Конечно, есть различные обстоятельства, которые влияют на турпоток. Это как и погодные условия, это и удорожание билетов на авиа- и ЖД-перевозки, это и какие-то либо, может быть, не знаю, экономические, финансовые трудности граждан, которые к нам приезжают, потому что, к сожалению, в данном у нас направлении мы вынуждены поднимать цену ввиду общего подорожания услуг на туристическом рынке. Но мы надеемся, что и приложим всевозможные усилия, потому что все-таки главным фактором привлекательности Абхазии для туристов было, есть и будет не только внешняя конъюнктура, но и готовность самой республики принимать гостей. Отвечая на вопросы российских журналистов, в Министерстве туризма отметили развитие туристической сферы и в восточной части Абхазии. Сегодня здесь могут предложить гостям не только живописные виды, но и комфортабельные отели, гостиницы и курортно-оздоровительный комплекс на берегу моря. Оксана Калина, «Комсомольская правда». Знаю, что многие россияне уже не раз бывали в Абхазии, очень хорошо знают вашу страну, любят ее. Скажите, пожалуйста, чем вы можете удивить их в этом сезоне? Какие новинки у вас появились? Чем вы гордитесь? Какими достижениями, которые удалось в этом году подготовить для туристического сезона? На данный момент активно развивается восточная часть республики. Если обратить внимание на город Очимчира, недавно был введен в эксплуатацию большой отель «Жемчужина». Да, Черноморская жемчужина. На площадке этого объекта предоставлена шикарная лечебная база. То есть люди специально едут туда, чтобы подлечиться, вылечиться и хорошо провести время. Еще одним важным фактором увеличения туристического потока может стать открытие аэропорта, который планируют запустить в тестовом режиме уже в июне этого года. Конечно, большие надежды, потому что Аэропорт – это прежде всего тот объект, который даст толчок развитию внутреннего сегмента туристического рынка, то есть в нашей республике. Это инфраструктура. То есть, как вы прекрасно понимаете, начнется другая совершенно жизнь. Рядом начнут возводиться те же самые мини-отели, магазинчики. То есть вся сопутствующая инфраструктура для обслуживания не только туристов, но и наших граждан
на нужном уровне. Следующий вопрос российских журналистов касался возможности введения курортных сборов с туристов. На сегодняшний день в Республике Абхазия нет курортного сбора. Мы все барьеры, препятствующие отдыху наших туристов, убираем. Одна из самых главных сегодня задач – создать условия, чтобы гости приезжали в Абхазию не только летом, но круглый год, отметил заместитель министра туризма Астамур Барцыц. Он также подчеркнул, что ежегодно перед курортным сезоном совместно с Госстандартом республики и СЭС проводятся проверки объектов размещения общепита и аттракционов. Технадзор обязательно, санэпидемстанция Республики Абхазия, чтобы турист получал качественный и, самое главное, вы прекрасно понимаете, безопасный отдых. В последние годы в Абхазии активно развивается лечебно-оздоровительный туризм, эко- и агротуризм, событийный туризм. Проводятся гастро- и винные туры, праздники урожая. Особым спросом у гостей республики пользуется абхазское застолье. У нас развито народное творчество, развита традиционная встреча гостя, потом определенные есть фольклорные, народные промыслы, которые на сегодняшний день вызывают большой интерес у приезжих людей. И поэтому открываются различные тематические парки. Также в Минтуризма отметили, что, направляясь на отдых в республику, необходимо тщательно проверять информацию, ведь в последнее время в интернет-пространстве возросло количество мошеннических сайтов. Подробную и достоверную информацию можно найти на официальном сайте Минтуризма. Находили мошеннический сайт. В ходе мониторинга интернет-пространства мы писали соответствующие письма в профильные ведомства. Этот сайт блокировали. То есть по истечении нескольких дней. Но в этом году изменилась ситуация, только сайт блокируется по решению суда. Пока он заблокируется, там могут попасть и другие туристы. Поэтому нужно быть бдительным и всегда сверять информацию. Возможно, и такое, что не все объекты охвачены, не все объекты включены в реестр. Они могут позвонить по нашим номерам, и мы ответим, найдем информацию по досудебному обязательно. В пресс-конференции приняли участие корреспонденты РИА Новости, Интерфакса, Комсомольской правды, газеты РУ, представители национального российского туроператора «Алиан» и Ассоциации туроператоров России. Гугу Цавардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В администрации Ачимчирского района прошла встреча руководства и сотрудников Международного Сухумского аэропорта имени Владислава Ардзенба с жителями. Речь шла об организации работы аэропорта и вакансиях, на которые могут претендовать граждане республики. Рада Чачава расскажет подробности. Эксплуатация аэропорта, запуск которого планируется на начало следующего года, предполагает большое количество рабочих мест по самым разным направлениям и специальностям, как требующим высокой квалификации и опыта работы, так и без. Сотрудники Сухумского аэропорта рассказали жителям Ачимчирского района о вакансиях, требованиях к кандидатам и условиях работы. У нас с вами цель сегодня, в первую очередь, нам представить нашу компанию. Мы на сегодняшний день начали уже набор персонала по определенным специальностям. Мы приехали в составе с моими коллегами, то есть это руководители служб подразделений, каждый из которых сейчас, в общем, расскажет о деятельности своего подразделения, какие основные специальности будут представлены, кого мы будем набирать. На сегодняшний день в Международный Сухумский аэропорт требуются водители пожарных автомобилей с удостоверением категории Б и С, спасатели со средним полным, общим или средним специальным образованием, а также сотрудники службы авиационной безопасности. Планируется 4 КАМАЗа у нас, что у нас будет в гараже находиться. Дежурство будет осуществлено силами личного состава службы. В состав службы нашей будет входить спасатели, которые нам необходимы. Уже в настоящее время уже необходимы спасатели, водители нам необходимы. И ряд людей, которые занимают руководящие должности, тоже необходимо будет. Сейчас пока у нас идет этап стройки, будет 4 вакансии, пока самые востребованные 2. Это инспектор по досмотру на контрольно-пропускной пункт и инспектора в группу быстрого реагирования.
То есть это две приоритетные пока вакансии, но в дальнейшем, когда будет запуск терминала, соответственно, появятся пассажиры. Для этого нам нужны будут инспектора по досмотру пассажиров ручной клади и багажа и инспектора по охране и досмотру воздушных судов. Нужны в аэропорты сотрудники службы организации пассажирских перевозок. Молодые, активные, коммуникабельные девушки и юноши, которые будут встречать туристов по прилету в солнечную столицу. А также требуются специалисты диспетчерской службы и службы наземного обслуживания. Словом, работа найдется для каждого желающего. Моя служба – это, наверное, прекрасный стартап для молодежи. Набираем мы от 18 лет. Это работа с людьми, это клиентоориентированный сервис, это та служба, которую пассажиры встречают в аэропорту. То есть регистрация пассажиров, оформление багажа – это все в моей службе. А нужны мне очень агенты, молодежь, улыбчивые, приветливые. Абсолютно всему научим, абсолютно. Центр наш является глаза, уши, ну и мозг предприятия в плане оперативного управления. Необходимы люди, желательно, с опытом диспетчерской работы, там, может быть, такси, ЖД, вокзал, морпорт, в таком плане, чтобы разбирались хорошо в информационных технологиях. Это общение – это радиообмен и с воздушными судами частично по передаче данным, организация работы всех служб. Задачи нашей службы входят. Это непосредственно встреча воздушного судна в аэропорту, то есть это сопровождение до места стоянки, это обеспечение его соответствующей техникой. Вакансии достаточно интересные, они активные, это работа руками, работа физическая, как погрузка багажа, груза воздушного судна, так техническое обслуживание воздушного судна. Для полноценного функционирования аэропорта нужны будут и фельдшеры в здравпункт со средним специальным образованием, инспекторы по охране объектов, специалисты технических специальностей, инженеры, электромонтеры, слесари и другие. Как отметили представители аэропорта, всех желающих готовы обучить и оказать всяческую помощь. Жители Ачимчирского района задавали множество вопросов. Им были розданы анкеты для заполнения, визитные карточки и буклеты с детальным описанием актуальных вакансий. Международный аэропорт Сухум приглашает всех желающих, кто заинтересован в трудоустройстве в авиапредприятии, обратиться по адресу: город Сухум, улица Джонуа, 64, или же по телефонам 713 58 97 и 722 20 40. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение. Администрация Сухума приобрела 2 машины скорой помощи, которые намного превосходят другие машины, которые есть в парке столичной станции. Теперь в парке станции 5 машин, что позволит формировать больше бригад для выезда к больным. Подробнее в материале пресс-службы столичной администрации. Администрация Сухума приобрела 2 машины скорой помощи для столичной станции скорой помощи. Новые кареты скорой помощи купили для подведомственного управления здравоохранения администрации Сухума станции скорой помощи по поручению главы города Беслана Эшба. В связи с тем, что часть автопарка скорых машин состарилась и уже пришла в негодность, руководством администрации города Сухум было принято решение о приобретении 2 единиц машин скорой помощи. В течение нескольких дней оформятся, приведутся в надлежащий вид и выйдут на линии. Желаем гражданам и жителям города Сухум крепкого здоровья. Главврач Сухумской станции скорой помощи Аслан Джопо рассказал, что по характеристикам новые намного превосходят другие машины, которые есть в парке станции скорой помощи. Карета скорой помощи на базе легковых автомобилей. По характеристикам о них можно сказать, что они обеспечены кислородной системой, необходимым инвентарем в салоне. И впервые мы получаем кареты скорой помощи, которые имеют пневмоподвески. Это ходовые части, которые позволяют очень мягко транспортировать пациента.
Хочу сказать благодарственные слова в адрес мэра Беслана Федоровича, в адрес заместителей, помощников его, которые нам вот в трудную минуту помогли, потому что наш парк уже практически устаревший. Мы, получив уже новые машины, будем уже начинать списывать старые, потому что на них практически уже невозможно было работать. Теперь в парке станции 5 машин скорой помощи. По словам главврача Аслана Джопуа, это позволит формировать больше бригад для выезда к больным. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. С декабря прошлого года в Гагре ведутся работы по реконструкции набережной. Необходимость этих работ была вызвана разгулом небывалой стихии в ноябре прошлого года. Здесь уже провели подготовительные работы под бетонную заливку опор ограждения, параллельно уложили коммуникации. Начался следующий этап – процесс покрытия гранита. Сария Кварацхели расскажет подробнее. Набережная Гагры – это лицо города, а также место, посещаемое туристами. С декабря 2023 года здесь ведется реконструкция. Необходимость этих работ была вызвана разгулом небывалой стихии в ноябре прошлого года. Здесь уже провели подготовительные работы по бетонному заливу опор ограждения, параллельно уложили коммуникации. Начался следующий этап – процесс покрытия гранита, который был привезен из Турции. На данный момент гранит практически весь пришел. Часть сложена здесь, часть сложена в Сухуми. Гранит укладывается, ограждение заказано, должно через 2 недели прийти. Воду, коммуникации, водопровод под набережной провели, вывели каждые 50 метров на берег для того, чтобы впоследствии, в дальнейшем, установить там душевые какие-то кабинки, раздевалки. Фонарные столбы закуплены, тоже должны прийти, ждем. Сталкиваемся с рядом проблем. Набережная, не везде та сторона у нас ровная, потому что где-то выносные будки ставят, привозят, пока мы не видим ночью. Нам приходится, вызывать технику и двигать их. Машины не могут проехать, бетон не могут пролить. То есть есть трудности, но все в рабочем порядке. Завершить укладку гранита планируют до 15 июня. Общая протяженность реконструируемой набережной составляет 1800 метров. Площадь покрытия пешеходных зон – 10 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день уже уложено более 800 метров гранита. Параллельно с этим ведутся работы по укреплению берега. Провели работы по опусканию берега набережной на метр 20 ниже. Вообще в районе Старой Гагры от кафе у моря до пристани эти работы проводились каждые 3 года практически. Бывало 3-4 года. Для чего это делается? Сегодня волна, маломальская волна, сразу попадает, заплывает, заходит в парк. И соленая вода убивает растения. Когда опускаем пляж, волна бьется о стену, и не попадает в парк. Эти работы здесь в районе от кафе «Волна» до кафе «Балтика» провелись. Там есть определенный промежуток, где еще бульдозером надо столкнуть вниз. Дальше экскаватор переставили в район милиции, там провелись эти работы, потому что вы видели, что у нас было со сквером, где милиция. И сейчас на данный момент работы ведутся в районе колоннады. Стоит экскаватор, также все происходит, откапывает экскаватор у стены, а бульдозер толкает в море. Этот грунт, песок, так скажем, не вывозится, мы его толкаем в море. В строительстве используют специальные материалы, устойчивые к коррозии и воздействию морской соли. Например, столбы освещения будут из оцинкованного железа, что значительно увеличит срок их эксплуатации. Из бюджета Гагрского района уже освоено более 61 миллиона рублей, а с начала работ профинансировано около 76 миллионов. Сария Кварацхели, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 17 мая на территории Абхазии местами ночью и утром возможен дождь, туман. Температура воздуха ночью 7-12, днем 14-19, температура морской воды плюс 16 градусов. На этом информационный выпуск Амщаукшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.